Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Российский бюджет в первом квартале 2018 года показал существенный прирост доходов. Причем увеличение было в основном обеспечено нефтегазовыми поступлениями, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, который подготовлен Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Ненефтегазовые доходы, напротив, показали снижение. Помимо того, что доходная часть бюджета в первом квартале оказалась выше, чем год назад, расходная часть за это же время сократилась. Это привело к профициту федеральной казны в январе-марте. Однако без аномального роста цен на энергоносители бюджет за первый квартал был бы сведен с дефицитом. Реализация нового майского указа президента Российской Федерации, определяющего основные направления развития экономики и социальной сферы, не повлияет на рейтинги региональных и местных органов власти страны, поскольку в основном инвестиции находятся в ведении федерального правительства, говорится в докладе международного рейтингового агентства S&P. Мы полагаем, что влияние новых расходов на финансовое состояние местных и региональных органов власти будет незначительным, если таковое вообще будет. И мы не ожидаем какого-либо влияния на рейтинги регионов в краткосрочной перспективе. Напомним, среди целей указа улучшение ряда демографических показателей, вхождение Российской Федерации в число 5 крупнейших экономик мира, снижение в 2 раза уровня бедности, инфляция не выше 4%. Для реализации этих целей потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов. Резкое ослабление рубля в апреле привело к значительному росту средней суммы кредита на приобретение потребительских товаров. Она стабильно увеличивалась с начала года, но в апреле взлетела сразу почти на 30%, до 209 100 рублей. По итогам последних кризисов граждане стали спокойнее реагировать на валютные колебания, не пытаясь заработать на разнице курсов. Но на собственном опыте поняли, что ослабление рубля грозит ростом цен на импортные товары, в том числе бытовую технику и электронику. А снижения даже в случае изменения курса валют ждать не стоит. Законопроект, предлагающий отменить для малоимущих, инвалидов и ветеранов повышенный коэффициент к нормативам по оплате коммунальных услуг из-за отсутствия счетчиков, поступил на рассмотрение Государственной Думы. Сейчас для россиян, которые проживают в многоэтажках и не установили счетчики, применяется повышенный коэффициент при расчете цены коммунальных услуг. Таким образом, вода и свет без счетчика обходятся в 1,5 раза дороже, чем со счетчиками. Эта мера по замыслу властей должна стимулировать граждан к установке, ремонту и замене счетчиков. Поправки в жилищный кодекс, внесенные в Государственную Думу, отменяют повышающие коэффициенты для категорий граждан, имеющих льготы. Премьер-министр Якутии Евгений Чекин принял участие в Международном экономическом форуме в Петербурге. На мероприятии были проведены деловые встречи, подписаны соглашения о сотрудничестве. Нами заключен ряд соглашений о сотрудничестве Якутии с нашими партнерами. Девизом форума в этом году стала тема «Создавая экономику доверия». В составе делегации Якутии мы приняли участие в плодотворной работе сессии форума, отметил председатель правительства Якутии. Как сообщалось ранее, в числе прочих было подписано соглашение с Роснефтью. Порядка 15 миллиардов 800 миллионов рублей было направлено на реализацию инвестиционной программы Якутии в 2017 году. А процент исполнения составил 88,9%. Об этом в ходе заседания правительства республики сообщил глава регионального Минфина Валерий Жандоров. Из республиканского бюджета на исполнение инвестиционной программы было направлено 12 миллиардов 400 миллионов рублей. Более 3 миллиардов 100 миллионов – это федеральные средства. Безвозмездные поступления негосударственных организаций составили 185 миллионов рублей. По словам Валерия Жандорова, основную долю в рамках реализации инвестиционной программы составило жилищное строительство. Льготное налогообложение помогло компании «Колмар» сэкономить средства, которые были направлены на производство. Об этом сказала председатель Совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева. Конечно, новый инструмент развития ТАСЭР помогает. Это льготное налогообложение. Те средства, которые мы сумели сэкономить от льготного налогообложения, мы обратно реализовали в производство, что позволяет нам строиться быстрее. Мы благодарны за такую поддержку. По словам Цивилевой, у компании сложились добрые рабочие отношения с руководством Якутии. Сейчас активно ведется развитие социального направления, поскольку в регион необходимо привлечь дополнительно 4000 человек на уже открытое производство. Нефтяные котировки за неделю откатились на $5 от максимумов до $74 55 центов за баррель нефти марки Brent. Курс доллара на московской бирже на это отреагировал сдержанно, потеряв за аналогичный период чуть больше рубля. Ему помогает оставаться на плаву бюджетное правило и временно налоговый период. По оценкам аналитиков, исчерпание последнего фактора сподвигнет отечественную валюту на ослабление до 63 рублей за доллар. Главной причиной резкого снижения нефтяных цен стало намерение ОПЕК и России увеличить объем добычи.
Собственников дальневосточных гектаров становится все больше. Лидером стал Приморский край, где был выдан 10-тысячный по счету участок. На сегодняшний день информационная система на Дальний Восток зафиксировала показатель 39 900 выданных участков. Выдача еще 7900 одобрена уполномоченными органами. Договоры находятся на стадии оформления. Безусловным лидером по количеству заявок на дальневосточный гектар и по количеству выданных участков является Приморье. В этом регионе граждане получили 10 тысяч земельных участков. Второе и третье места занимают, соответственно, Хабаровский край, где выдано более 8 тысяч участков, и Якутия – 6600 участков. Среди россиян, чьи доходы ниже, чем прожиточный минимум, почти 70% семьи с детьми, потому что после рождения ребенка у семьи снижаются доходы. Об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин во время съезда уполномоченных по правам несовершеннолетних. И хотя доведение МРОД до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов 2012 года должно улучшать доходы семей, нужны дополнительные меры, чтобы изменить ситуацию. По словам Топилина, разработка плана мероприятий до 2020 года в рамках десятилетия детства почти закончена, и скоро он будет представлен вице-премьеру Татьяне Голиковой. Российские семьи могут накопить на квартиру гораздо быстрее, чем 5 лет назад. Все дело в снижении цен на жилье и росте доходов. Так, семья из 3 человек, которые работают 2 супруга, на приобретение квартиры площадью 54 квадратных метра потратят чуть более 19,5 лет. В 2013 году на это потребовалось бы почти 22 года, посчитали эксперты Центра «Народная экспертиза». Для анализа была взята среднестатистическая ситуация, самый популярный формат квартир, наиболее распространенный состав семьи и финансовая нагрузка в 30% от ежемесячного бюджета семьи. Такой порог используют банки при расчете допустимого уровня ипотечной нагрузки. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.